мы к Тебе воззовем. Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Всем сердцем ждем Тебя, Иисус. Аллилуйя! Господь здесь! Воздаем им все славу! Благодарим Тебя, Бог, что Ты с нами в каждом дне. Напои меня живою водой.
жаждущий сердца Иисус. Аллилуйя, наш Бог. Не забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Знак от Тебя — это облако дневное, огонь ночной. Бог, иду я за Тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Ты со мной, ты со мной, ты со мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду о силах поют твоих. Навек поглощен на свет победою любви. За мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду о силах поют твоих. Навек поглощен на свет победою любви. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Если Бог за нас, кто против нас? Спасибо Тебе, Господь. Твоя победа в каждом дне с нами, Иисус. Тщетно искал, чем сердце наполнить.
побед, что тают, как сон. Тогда ты пришел, собрав осколки жизни. Все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Избран тобой. Пусть не совершенен, ошибки мои увидел все ты, но назвал меня друг. Ведь ты рядом в победе и в поражениях. Нет таких мест, где милость и крест не нашли бы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, красоту серый пепел, смыл позор своей славой. Это можешь только ты, строить сад из развалин, из костей делать воинов, разделять слово море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Спасибо, Господь. Никто и ничто не сравнится в этом мире с Тобой. Ты прекрасный и удивительный. Спасибо, Господь, что Ты с нами в каждом дне. Скрой меня своим крылом, сохрани под сильною рукой. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я
Тебе, Христос, верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с Тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с Тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя, благодарим за Твою великую милость, за Твою безмерную любовь и благодать. Спасибо Тебе, Ава, Отче, что сегодня мы снова предстоим перед Тобой, Господь, с открытыми сердцами, Господь, взирая на Твою славу. Отец Небесный, мы сегодня ожидаем всем сердцем, что Ты будешь изливать, Господь, свою милость, свою безмерную любовь и благодать через край. Спасибо Тебе, Отец, что Ты создал церковь, и Ты сказал, что врата ада не одолеют его. И мы сегодня провозглашаем, что мы свободны от всякой лжи дьявольской, мы свободны от всяких оков, от всякого ига рабства. Во имя Иисуса Христа мы сегодня провозглашаем свободу в Иисусе Христе. Мы сегодня провозглашаем жизнь с избытком в Иисусе Христе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это здание, за эту церковь, за этих людей, Господь. Мы Твой народ, Господь. Мы царственное священство.
И сегодня, Господь, мы с радостью предстоим перед Тобой в ожидании Твоего Слова, которое преобразит наши жизни, Господь. Мы сегодня благословляем город Якутск, мы благословляем власти начальства, Господь, чтобы они ходили перед Тобой в страхе Божьем, чтобы они совершали свое служение перед народом сим, во всяком благочестии, во всяком старании, во имя Иисуса Христа. Пусть будет подниматься Твой народ, Господь, в правительстве, Господь, во всех уровнях власти во имя Иисуса Христа. Пусть эта земля наполнится славой Твоей, Господь, до края земли. Во имя Иисуса Христа также мы благословляем все церкви по Якутии, по всему Дальнему Востоке, Господь, по Амурской области. Благословляем их сплоченностью, единством во имя Иисуса Христа. Да будем мы едины, Господь, и да будем мы всегда идти за Твоим огнем во имя Иисуса Христа. Славим Тебя и благодарим за наших пасторов, за епископа нашего, за всех, кто трудится, Господь, на ниве Божьей. Господь, пусть они всегда будут гореть огнем Духа Святого, Господь, и нести Твое Слово. Пусть Твоя земля, Господь, и наша земля, Господь, которая называется Святой Землей, искупленной кровью Иисуса Христа, да будет она расширяться, Господь, расширит пределы каждого из нас, Господь. Пусть наше сердце, Господь, пусть наш разум, Господь, всегда будут едины с Тобой, Господь. Славим Тебя и благодарим. Отец Небесный, Ты сказал, что мы народ Твой, и нет болящих в народе Твоем, что мы ранами Иисуса исцелены. Мы сегодня, Господь, высвобождаем это слово, которое говорит, что ранами Иисуса мы исцелены. На каждого болящего, на каждого страдающего, на каждого, кто охвачен, Господь, всяким страхом, Господь. Пусть всякий страх уйдет, пусть всякие оковы несвободы да будут разрушены во имя Иисуса Христа. И сегодня мы провозглашаем в единстве Божьем и говорим: ранами Иисуса мы исцелены, ранами Иисуса, по вере Ты исцелен. Кровь Иисуса пусть защищает наш разум, наш дух, наши сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы в Тебе, Господь, что Ты в нас, мы едины с Тобой, Господь. И мы, как церковь, да будем едины во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Еще раз доброе утро. Не садитесь. Вы знаете, у нас уже добрая традиция. Пару минут. Если вы, уже все пошли, молодцы. Вы видите человека первый раз, или вы кого-то давно не видели, подойдите и скажите что-нибудь хорошее. Благословите этого человека. Минимум 3 человека, которых вы видите либо первый раз, либо вы давно не виделись. Что-нибудь хорошее. Благословите. Будем воплощать в действие просто наше слово, которое Господь нам завещал. Знаете, в Библии написано: хочешь, чтобы с тобой дружили, будь сам дружелюбен. Не стойте на месте. Хорошо, и пока у нас этот процесс идет, детки, выходите сюда. Мы за вас помолимся. Выстраивайтесь там. Богдан. Я Наталья. Наташа у нас много чего в церкви ведет. И детская возглавляет, наверное, уже. И бухгалтер и так далее. То есть такой, знаешь, актив наш. Там уже собрались.
Хорошо. Добрая традиция у нас. Мы благословляем детей. Что-то их мало сегодня. Дети, подростки, давайте мы их благословим, помолимся за них. За тех, кто здесь и кого нет. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за каждого ребенка в нашей церкви, за каждого подростка, за каждого молодого человека, Господь. Мы их приносим перед Тобой в молитве и просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Всяким Твоим благословением, Господи. Пусть будет крепкое здоровье. Пусть этой весной всякая болезнь, она обойдет их стороной. Я провозглашаю это. Господи, дай им также крепкого духовного и душевного здоровья, Господи. Я провозглашаю, что даже если будут рядом люди, которые будут говорить им всякую ерунду в их жизнь, которые будут пытаться их увлечь на какие-то злые пути, Господь, у них будет твердость характера сказать «нет». Они будут выбирать правильную сторону всегда. Господи, провозглашаю, что будут отличать добро от зла и никогда не пойдут на компромисс со своей совестью. Господи, благослови их также прямо сейчас, Господь, чтобы они уже выбрали свою будущую профессию какую-то, Господь. Ты одарил их в чем-то, пусть они развивают эти дары, пусть они будут лучшие в чем-то. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Будьте благословенны. Аллилуйя. Присаживайтесь. Слушайте, когда вот все пока длилось, меня прямо так подмывало, чтобы скорее закончилось, потому что у меня есть радостная новость, которую я хочу с вами со всеми поделиться. Да. И эта новость заключается в том, что мы заказали и оплатили половину коврового покрытия в этот зал. То есть, имеется в виду, мы оплатили ковровое покрытие на весь зал, не половину, в смысле, зала мы закроем. Я вам раскрою. Мы рассчитывали на 300 тысяч, то, что я до этого видел, но вот именно то покрытие, которое мы выбирали, 300 тысяч, это, у нас где-то 280 квадратов нам надо, по 1100 рублей за квадрат. Вот, и эта контора, она сказала до свидания России, и они ушли, и мы не смогли найти, то есть везде было по остаткам. То есть 280 квадратов не могли найти, в одной компании нашли, но разные партии, говорят, наверное, будет по цвету отличаться, пришлось отказаться. Поэтому купили чуть дороже, по 1560 рублей за квадрат, но это уже с доставкой сюда в Якутск, так как доставка не дешевая, потому что это рулоны по 4 метра. Я вас сразу в такие технические подробности, вы меня простите. Я просто варился в этом, и мне надо с кем-то поделиться, чтобы я в себе это не носил. Вот, и все срослось, а теперь молитесь, чтобы просто привезли. Мы договорились сначала, деньги, они все уже были, и мы могли оплатить 100%, но мы договорились, что мы сделаем предоплату 60%, то есть заплатили 240 тысяч. И остатки, то есть еще 200 тысяч почти, по прибытию. И это с доставкой сюда, в это здание. Они сюда привезут, нам нужно будет только это занести, организовать разгрузку. Вот. Но произошла еще одна радостная новость. Вы знаете, мы нашли наконец-то, наверное, это лучший звукорежиссер в городе Якутске. Человек, который занимается устройством больших концертов, когда вот в Триумфе все проходит. Человек 5 лет отучился на звукорежиссера, он знает, что делает. И до этого мы его привлекали для консультаций, мы хотели купить новую акустику. Он нас отговорил, сказал, что шило на мыло не меняют. Вот, а деньги были серьезные. И он сразу нам составил список оборудования, что нам нужно для того, чтобы наше благословенное прославление было еще круче. Кстати, было круто, да? Слава Богу, это как бы еще у нас не все музыканты, да, как бы. Если будут все, то будет вообще круто. И, вы знаете, им давно нужно перейти на цифру, потому что вот у нас там стоит пульт вот этот, который должен вообще там стоять, он аналоговый. Аналоговый — это означает, что сигнал проходит не в цифровом формате, а вот кто физику, если изучал, в аналоговом, да. И то есть у нас проблема в том, что кто-нибудь заденет какой-нибудь рычажок, и все настройки сразу сбиваются. Но вы знаете, в цифровом пульте есть такая клавиша «Запомнить». Даже если выключить свет, потом прийти, нажать эту клавишу там, и у тебя все настройки, они просто возвращаются. Можно ходить с телефоном или с айпадом по залу в любой точке и прямо с этого айпада там, или с телефона делать настройку. Представляете, насколько круто? И пульт такой стоит 200 тысяч, новый. Не знаю, кому аллилуйя. Мы никогда не покупали, мы покупали, у нас дорогие вещи, но тем не менее это не дешево.
Вот, а бэушный стоит в районе 130-140, либо можно было какие-то упрощенные варианты купить. И тут, представляете, когда мы оплачиваем ковровое покрытие, на Авито в одном магазине продается выставочный витринный образец за 140 тысяч, абсолютно новый. То есть на 60 тысяч меньше, чем стандартная цена. Мы нашли человека в Москве, заплатили ему 3000, который приехал и все проверил. Все работает, все хорошо, сигнал везде проходит, снял видео, отправил отчет. Но в этом магазине, я не знаю, какие-то творческие люди такие, знаете, такое чувство, что они не хотят зарабатывать деньги. Они не хотели ставить в резерв, не хотели никак там, ну приезжайте, забирайте и все. Но вы знаете, у нас семья вот Свинцицких, они находятся сейчас в Москве. Я позвонил Семену, Семен выделил время, поехал туда сам физически, сам заплатил, ну в смысле мы ему отправили деньги, он это выкупил, и вот этот пульт уже идет сюда, в Якутск. То есть круто, с одной стороны, но с другой стороны, это те деньги, которые были на ковровое у нас отложены. Вам смешно, я договор подписал. То есть у нас есть приблизительно, с одной стороны, нужно молиться, чтобы ковровое покрытие пришло как можно быстрее. С другой стороны, как только оно придет, нам нужно будет за него рассчитаться. Вот. И смотрите, я не хотел про пожертвования проповедовать, как обычно у нас, но мы плавно переходим. Знаете, я редко, когда, да, вы знаете, по определенным причинам, так как я в свое время в молодости обжегся, и у нас в церкви прямо так качали как-то одно время, и, ну не то чтобы выжимали, ну как-то иногда вот прямо казалось... Да, я обжегся просто на этом, и мне казалось, и знаете, я перестал вообще проповедовать в церкви, когда уже здесь, в пожертвованиях. Бог меня обличал тоже, что это неправильно на самом деле, потому что, ну, это благословение на самом деле, участвовать в работе Божьей. И у нас есть люди, которые вот проходили, знаете, курсы финансовой грамотности, то есть Божий взгляд на финансы вообще. И все эти люди, кто это прошел, я думаю, знаете, по их жизни, можно сказать, они стали воплощать это также в своей жизни. И я думаю, многие могут засвидетельствовать, что Господь, Он не остается должен. И Он всегда восполняет. И поэтому я не буду ничего вам говорить, но как хотите, нам нужно найти эти деньги за эти 2 недели, потому что когда оно придет, ну, понятно, что Господь не оставит, даже если не будет, придется где-то бегать, что-то занимать, что-то выдумывать, но я верю, что мы купим. Но вы знаете, еще я вам хочу сказать, что вот этот пульт, который придет, это еще не все, что нам нужно, чтобы вообще перейти на цифру хотя бы, вот этот минимум. Потому что пульт будет стоять там, вот где компьютер тот стоит. Там вообще очень мне хочется сделать, знаете, такой полноценный звукорежиссерский стол с подиумом, который будет повыше, и там будут все технари сидеть. То есть в свое время там же будут и видеокамеры всякие, которые будут так ездить по моторчику. Будет, наверное, 3 видеокамеры в зале. Ну, если, я не знаю, если нам понадобится, потому что я замечаю, чем лучше трансляции становятся, тем меньше людей в зале. Как бы непонятно, то ли двигаться в этом направлении, то ли нет. Вот, но по звуку, я думаю, что это будет, знаете, прямо такой скачок. Нас сейчас просто этот пульт, он держит. Мы не можем сделать мониторинг, вот вместо вот этих больших колонок, чтобы у каждого был микрофон, наушник в ушах, чтобы они могли себя слышать, чтобы барабаны нам загородить. Здесь такую поставить, микрофончиков там накупить, все это подключить. Вот с этим пультом все будет возможно. Вот. И так как пульт будет стоять там, надо же как-то к нему подключаться, нужна еще одна коробочка, которая называется коммутатор или стейджбокс, которая стоит на сцене. Цена на нее 100 тысяч. Но вот этот парень, звукорежиссер, представляете, вот он, у него, я не умею так делать, он на Авито поставил какое-то уведомление, я 3 месяца мониторил, ничего такого не было. В среднем, ну то есть компании продают абсолютно новое оборудование, и вчера, ну вот этой ночью, то есть выставили стейджбокс, который стоит 60 тысяч рублей. То есть почувствуйте разницу, 60 и 100. Мы вообще хотели их можно маленькими частями докупать. И я вам, ну, просто... И нам нужен еще кабель, который все это дело соединит. Кабель стоит 30 тысяч. И все, и мы как бы переходим на цифру. Вот, и когда так все это звучит, кажется, ну, как-то... Ну, вы знаете, мы еще совсем недавно... Вы вспомните, я смотрю фотографии год назад. Или 2 года. У нас зал такой красивый. Здесь такая рыжая пена сверху. Кирпичики и блестящий потолок светлый. И как-то
группа прославления, там, как пионеры сзади, там, за пульт спрятались все вдоль задней стенки, помните? Небо и земля. Сначала нужно иметь видение, верить в это и двигаться, и Господь Он благословит. Аминь. Хорошо. Ну и давайте мы просто совершим эту часть также. Можно десятины и пожертвования, если вы что-то приготовили. Я также хочу просто ободрить вас. Если вы там что-то откладывали, думали, что вы копите десятину и потом когда-то вернете, я вам хочу сказать, что вот сейчас время давать, потому что ковровая уже идет, стейджбокс нужно покупать, и просто вот прямо сейчас это время, вот сейчас время давать. Мы никогда там не это, вы знаете, мне когда, пока все это дело проходит, я вам расскажу такую, я не помню, я не делился с вами, когда я был на Камчатке, у Алексея Морщинина вот этой осенью они построили здание. Я с вами не делился, меня попросили там сказать о пожертвованиях. Не говорили вам? И получилось так, что там было несколько собраний, был Сергей Васильевич Риховский, начальствующий епископ нашего союза РусКВЕ, человек, который входит в общественную палату при президенте, не один созыв и так далее, и так далее. У него такое удостоверение есть, которое все двери открывает. Слава Богу, вообще за него делает много полезного и хорошего для христианского сообщества. Так вот, на одном из собраний, то есть было 3 или 4 собрания, и на втором собрании в день, первое собрание там проповедовал Сергей Лешок. Это пастор церкви «Новое поколение» на Сахалине, с Южно-Сахалинска. И вы знаете, вот что в нем есть, это вот такая вот, человек умеет мотивировать, так я вам скажу. Вот то, что, знаете, мы больше как-то, каждый человек, он по-разному и проповедует, и говорит. Я больше как-то, не знаю, на мозги упираю, что думаете, там как-то подача материала. А у Сергея, вы знаете, у него, он такой весь, когда вроде бы человек обыкновенный, выходит на сцену, как пружинка появляется, батарейки такие. И вот представляете, он проповедует, такой энерджайзер, и потом мне нужно выходить вот после него и как-то замотивировать людей на пожертвование. Я сначала как бы такой, хорошо, как бы я о чем-нибудь скажу. А потом я поднимаюсь, и там, знаете, у них церковь, это вот со всеми гостями. И вот там было человек, наверное, 70 в зале. То есть церковь, вот вообще, я не знаю, может быть, она вот там человек 50. И они отгрохали такое здание, вот, больше нашего, плюс там подвал полностью залит бетоном. И еще есть чердачный этаж, то есть получается 4 этажа. Это все из таких как бы типа сэндвич-панели, но вот сам фундамент вообще все залито бетоном. У них все стены обиты звукопоглощающими панелями для лучшей акустики. Бельгийское ковровое покрытие уже на полу. Мы, кстати, тоже купили бельгийское. То есть хорошее. Хотели купить как у них, но вот он покупал по 1000 в прошлом году. Сейчас оно стоило 1600 и как-то показалось дороговато. Вот именно эта модель. Но тем не менее, я выхожу и я понимаю, как можно, вот 50 человек, и у них нет крупных предпринимателей в церкви. Вообще. Я иду и думаю, как я могу замотивировать церковь, которая построила такое здание, и они не брали нигде никакого финансирования, они 50 человек, и они взяли, и они что я им могу сказать? И после Сергея, как я там буду их мотивировать, как я там должен руками махать. Знаете, это как бы, Господь показал, просто будь самим собой, каждый в чем-то своем силен где-то, и просто, я упирал опять на мозги, там что-то там сказал, в общем, им, слава Богу. Но я просто к тому, что, знаете, это хороший пример. Мне, когда пастор рассказывал, когда они строили здание, я вообще спрашивал, как вы построили? Он говорит, ты, веришь, подходит время расчетов, у них работала бригада, и они не как мы, знаете, мы строили не 1 десяток лет, так скажем. У нас одни столбы только очень долго стояли. А они просто бетономешалки, миксеры подходили и просто фундамент заливали, и потом вот это все строилось. И когда нужно было уже рассчитываться со строителями, наступает день, он говорит, я сижу, денег нет. И у них был призыв, они золото принесли в церковь. Кто что там, представляете, до такой степени. И там строители были молдаване.
Он говорит, я все золото начистил, пастой Гоя все блестело. И потом, когда я вот так оценил его и начал, говорит, ну вот смотри, вот я могу тебе вот это столько-то стоит. Покажите. Сначала, говорит, все расстроились, а у них билеты на завтра куплены. Потом, говорит, давай домой звонить, женам показывать. Ну, в общем, разобрали они это золото. Слава богу, он еще и с наваром, как бы получилось у них. Рассчитались, и вообще здорово. И звук у них тоже классный, кстати. Удивительно просто. И знаете, вот просто есть вера. Вот вы же видели его, он у нас был проездом. Вот. Кстати, они будут скоро опять здесь, но, к сожалению, к нам не попадут. То есть прилетает наш епископ Андрей Манжосов, будет пастор с Камчатки Алексей Морщинин и пастор Сергей Кульман с Хабаровска. Они прилетают в следующую среду, но мы сразу едем в поселок Сунтар. Сначала в Вилюйск, потом в Сунтары. И на обратном пути мы уже возвращаемся на следующей неделе в рабочие дни, поэтому мы как-то в субботу-воскресенье в церковь они не попадают. И в Сунтарах будет рукоположение пастора, уже можно сказать, Николая, который пока вот он год из ИО, и исполняющий обязанности. Вы знаете, у нас в нашем союзе в Северо-Восточном такая вот традиция, если человека вот как бы назначают, он сначала как ИО, и потом проходит какое-то время, если все хорошо, если человек понимает, что это его, и есть свидетельства от внешних, что это его, человека рукополагает. И вот прошел ровно год, мы были в Сунтарах в прошлом году, вот и поедем в этом году уже рукополагать. Поэтому я уже заканчиваю со вступлением, или я не знаю, что это было. Пару вещей. Во-первых, давайте мы, может быть, сейчас даже помолимся за поездку вообще, потому что мы едем на машине, дорога дальняя, 1000 километров в одну сторону, 1000 в другую, несколько ледовых переправ. Вот, дорога так-то зимой хорошая, но все равно в дороге 1000 километров это до Нерюнгри у нас 850, чтобы вы понимали. Да? Вот, чтобы все было хорошо, чтобы нам съездить, вернуться обратно, чтобы там все было хорошо. Вот. Еще просто я прошу вас с дома также молитесь, чтобы у нас просто ковровое оно пришло в целости и сохранности. Я с одной стороны понимаю, но мы как бы все подписали, но не хотелось бы, чтобы какие-то форс-мажоры случались и так далее, чтобы все-таки оно пришло, чтобы нам все сделать. Ну и по поводу музыкального оборудования тоже просто отдаем все в руки Господа. Давайте мы помолимся за все за это. Хорошо? Отец Небесный, Господи, мы просим Тебя, Господь, благослови нас, вот эту поездку, которая предстоит в Сунтары. Благослови всех наших братьев, которые вот прилетят в среду. Благослови технику, людей, от которых зависит все, расписание, движение. Пусть все будет вовремя, работает как часы, Господь. Пусть прилетят без всяких опозданий, задержек, и благослови нашу поездку. Благослови машину, технику, чтобы все работало хорошо. Без поломок, без аварий, чтобы добраться туда, вернуться обратно, и чтобы потом братья долетели к своим семьям живые и здоровые, целые и невредимые. Во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя также за вот это ковровое покрытие, чтобы оно дошло в целости и сохранности, чтобы у нас были деньги заплатить за него, Господь. Мы также отдаем Тебе в Твои руки вот нашу нужду в том, чтобы обновить нам звуковую аппаратуру. Господь, просто благослови, дай мудрости, где покупать, что покупать, и дай на это деньги, Господь. Ты благослови. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. У нас часы сломались, представляете? Не, они не опять, они тогда сломались. Мы просто в прошлый раз их повешали, и я все время думаю, как время медленно идет. А они, оказывается, стояли просто на том собрании. Они уже тогда были сломаны. Мы пытались их реанимировать, но я так подозреваю, что проще новые купить, чем эти сделать. Потому что, понимаете, куплено на одном рынке недорого. Поэтому вот. У меня такое чувство, что я уже отпроповедовал. Вы еще не это? У нас тепло просто. Я не убавил отопление, нам надо чуть-чуть убавить отопление, потому что на улице-то потеплело. Жарковато. Сегодняшняя проповедь, знаете, она называется «Не здесь мой дом родной». Не здесь, это имеется в виду не в этом мире. И, слава Богу,
Я бы хотел начать с такой истории, реальной, правдивой. И я знаю, у нас даже в церкви есть люди, которые были в парках Диснейленд. И кто не был, я вам расскажу, что это такое. Это парк аттракционов, да, но там тематика общая, это вот все диснеевские мультфильмы. Нам это не очень как бы близко, потому что наши дети все-таки, ну, не совсем растут на диснеевских мультфильмах, но на Западе вот этот Микки Маус, Мини Маус, Плуто и все остальные дети на этом вырастают. И когда ты приходишь в парк, то есть там карусельки, качельки, но все это стилизовано под диснеевских там персонажей, диснеевские персонажи везде ходят. И, наверное, многие видели, вот когда диснеевский фильм начинается, там такой замок есть и салют. Да? Вот в диснеевском парке у них все время есть салют. Вот ровно в 9 часов вечера там такой вот замочек есть, который вот прямо по телевизору, и все собираются, и там грандиозный салют пускают. И суть в чем? Папа с ребенком, ребенку 5 лет, то есть он ему сказал, что мы пойдем в парк, в Диснейленд. И то есть ребенок в ожидании, для него вообще ничего не существует, он живет только этим, вот этим обещанием, что они пойдут в Диснейленд. Проходит неделя, они приезжают, и это грандиозные парки. Ну, у нас в стране не было. Был один в Европе, в Париже, один в Азии есть, в Гонконге, и в Америке несколько парков вот таких. Это грандиозные парки в плане территории, аттракционов и вообще там всего. Вот. И устроена каким образом? То есть парковка, она просто громадная, там тысячи машин входят. Ты паркуешься, потом идешь, покупаешь билеты. После того, как ты купил билет, ты проходишь, и знаете, там в каждом парке, ну, то есть я не был там во всех парках, мы были в Гонконге когда-то с детьми в парке. Там принцип такой, что ты прошел, и пространство такое довольно большое, и там ходят вот эти фигурки, ну, вы понимаете, как у нас вот, ну, наверное, да, аниматоры. В общем, они одеты как Микки Маус, там поролоновые вот эти штуки, очень похожи, Мини Маус. И с ними можно фотографироваться. То есть такая замануха, то есть ты только зашел, у тебя полно ожиданий, ты фотоишься, и потом на выходе тебе недорого совсем там, ну, в кавычках, да, продают фотографию, ты даже не ожидаешь, ты просто всех заманивают, смотрите, смотрите, вот они ваши фотографии. И, как правило, растроганные родители, они тратят, ну, в 5 раз больше, чем они могли бы это. Но суть в том, что вот эта вот зона, она именно под фотографии сделана. И вот это, когда папа с этим мальчиком, они зашли туда, и парень увидел вот эти фигурки, и все, он понял, что он пришел в Диснейленд. И вот они сфотографировались, и отец давай его тянуть дальше. И у парня началась истерика. Потому что он думал, что его забирают из Диснейленда. Потому что он думал, вот это вот оно и есть парк. И он упал на землю, начал бить ногами, то есть там слезы до колен. Ну и не только слезы. И потом, когда отец его протянул дальше, и они прошли, и он увидел все вот эти аттракционы, что парк-то вот он где. Вот эти слезы, горести, они сменились на слезы радости. И он там начал отрываться по полной программе. Но я хочу, чтобы мысль-то, которую я хочу донести, чтобы вы подумали, что мальчик, он не хотел уходить вот из этого, если можно так сказать, предбанника, потому что он думал, что здесь круто, здесь хорошо. Но он не знал, что есть что-то гораздо лучше, и отец ведет его туда. Да? У нас вот песни хорошие, мы хорошие песни поем, но, знаете, я когда-то покаялся в свое время у баптистов, и у них такие гимны были. Ну, такие монументальные песни и такие вдохновляющие, хорошие. Я вам не это. Я нашел на YouTube одну, которую пели, она очень такая знаменитая, но так как у нас немножко, вот когда пульт у нас появится, у нас будет видео со звуком. А сейчас надо бегать, микрофон туда ставить, я решил, что ну не надо. Но я вам прочитаю слова как бы, да, вот первого куплета и припев там, да. «Не здесь мой дом родной, пришелец я на земле, приют душе живой в заоблачной стране. Там ангелы поют, зовут меня домой. Живу я в этом мире, но мир мне чужой». И
на самом деле песен таких много. Вот тот мир, в котором мы живем, да, он хорош, неплохо. Но следующий, небеса, они гораздо лучше. По крайней мере, так написано в Библии. И мы плавно подходим к нашему месту Писания сегодняшней проповеди. Это первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Не знаю, как вас, никого не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. И вы знаете, эта мысль, она периодически на протяжении всего Писания, оно повторяется. Давайте мы посмотрим послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Говорится следующее. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Иисус говорит следующее. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Мне кажется, что есть какие-то причины, пару причин. Почему я думаю, Бог, Он подчеркивает это так сильно. Он пытается донести это. И одна из причин, которая мне вот приходит на ум, вы знаете, что этот мир, он обманчив. Этот мир, он предлагает нам какие-то вещи, которые хороши, классно. Но они не от Бога. И у Бога есть что-то лучшее. Но если ты соглашаешься, вот это вот хорошее в этом мире, оно может стать, знаете, такой заменой. Человек может согласиться на это. Не принять то лучшее от Бога, а согласиться вот на это, то, что этот мир он предлагает. Давайте мы посмотрим еще раз. 1 Иоанна 2,16. Обратите внимание, что здесь говорится. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, то есть, вы понимаете, да, то есть желание нашей плоти, желание очей, глаз наших и гордость житейская. Много лет назад я слушал одну проповедь, где проповедник, он увязал вот это место Писания с одной историей в Ветхом Завете, которую вы все знаете. Это история Адама и Евы. То есть вообще сотворение мира, самое начало. И я сейчас повторю вот эти мысли, которые были в этой проповеди. И вы знаете всю историю Адама и Евы. Вначале Бог сотворил небо и землю, да? И Он создал всех животных, птиц, рыб, все, что наполняет землю, море, воздух. После этого Он создал человека, мужчину и женщину, по своему образу и подобию сотворил их, да? И поместил их в чудесный сад, просто замечательный, где все было хорошо. И в Библии это не описывается, но жизнь там была хороша. Вполне возможно, что вот те дикие животные, там, не знаю, там всякие пантеры, там, они были как домашние, там, Адам с Евой ходили, гладили, те мурлыкали, ластились. Многие богословы говорят, сходятся на том, что периодически Бог Отец, Он приходил к ним в сад, и они ходили в прохладе дня, обсуждали какие-то вещи, да. Все было хорошо.
И Бог сказал Адаму следующее. Бытие 2 глава, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Еще раз. У них было вообще все. Все, что только нужно для жизни. Все, о чем они только могли помечтать. Можно было все брать, все трогать, всем повелевать, все делать, кроме одного. Вот это дерево не трогай, с этого дерева не ешь, да? Но у сатаны был тоже свой план, да, он не дремлет. И вы знаете, что сатана начал шептать Еве на ухо, да? Там вот в 3 главе. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И в тот момент, когда сатана, он поселил вот это вот сомнение в это пространство между ушами у Евы, да, когда она начала сомневаться, а правда ли Бог сказал, ну что вот, там уже дальше все остальное, ну, было легко. 3 глава, 4-5 стих. «Не сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плоды с этого дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Как только сатана, он посеял вот сомнение в сердце Евы, да, в мозг Евы, чтобы она, понимаете, что произошло? Она оторвала свой взгляд от Бога. До этого было полное доверие. Вот Бог, Он пришел, Он творец, Он создатель, Он все сделал, Он сказал, и нет никаких сомнений, я полностью доверяю Богу, я иду за Ним, и все хорошо. Но когда поселилось сомнение, и она убрала свой взор от Бога, дальше уже все было легко. Да? Она начала думать, ну, может быть, правда сатана прав? Как бы, да, может быть, мы и не умрем. Бог, Он обманул нас. Может быть, Бог не хочет дать мне то, что я на самом деле хочу? Он не понимает мои желания. И когда она начала об этом думать, она стала смотреть на это дерево совершенно по-другому. До этого оно стояло, и оно как бы, ну и не надо было. Ну стоит себе, да стоит. Куча деревьев, плодов, всего там это. Одно оно там. Она спокойно проходила мимо него, ничего внутри не ёкало. Но теперь она посмотрела совсем по-другому. И в Бытие 2 глава, 9 стих говорится. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, прежде чем мы дальше пойдем в эту историю. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». То есть это про все остальные. То есть весь этот сад, где они жили, там что было? Всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Что я хочу сказать? В Эдемском саду там была куча деревьев, которые были хороши на вид и для пищи. Разные плоды там, и манго, и апельсины, и яблоки, и бананы, и все, что хочешь, росло. Вот все, что пожелаешь, все есть, все красиво и все хорошо. Но потом что произошло? 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево, то есть то самое дерево, дерево познания добра и зла, хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Еще раз. Куча деревьев, которые приятны на глаз и которые хороши для пищи. И здесь она еще раз посмотрела на это дерево. И она видит, ну классно выглядит, красивые плоды, и что они съедобны, они пригодны для пищи. То есть у нее было все остальное, все другое. И на это она не обращала внимания, потому что был запрет. Но здесь, знаете, вот она увидела, ну красиво же, наверное, вкусно. Она уже, я представляю, она там уже чувствовала вкус во рту, как все хорошо. Она возжелала.
Я думаю, что по той простой причине, в том числе это желание стало возникать, ну потому что Бог Он запретил. Да? Вот когда тебе все дозволено, ты все там делаешь, но что-то хочется вот еще вот этого. И она пожелала, да? Почему пожелала? Потому что она увидела, что дерево вожделенно, то есть хочется его, потому что оно дает знания. Надо прокачаться, курсы по саморазвитию, чтобы у меня знание было. Сейчас среди женщин очень популярно. Я без всякой, без камней, я за то, что там нужно развиваться и так далее. Но дальше, смотрите, мы подходим ко второму месту Писания нашей проповеди. 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. То, что мы читали. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Знаете, вот это вот дерево, оно вот стало для нее воплощением вот это вот похоть плоти. А все, ну, потому что она увидела, что это, ну, оно хорошо для еды. Вкусно, наверное, будет. Вот она, похоть плоти. Всего пробовала. Ананасы ела, бананы ела, яблоки ела, вот все. А этого не ела. Вот хорошо оно. Похоть плоти. И то же самое, это вот похоть очей. То есть она увидела, что красиво выглядит, оно хорошо. И вы знаете, эти два понятия, они вообще, вот похоть очей и похоть плоти, они взаимосвязаны. Они пересекаются. И на этом вообще вся построена реклама современная, визуальная. Потому что ты ходишь, и тебе там особо и не надо там что-то. Живешь нормально. Но тебе внушают, что, слушай, ну, лучшие друзья девушек — это бриллианты. И вот эти вот камушки, которые просто прозрачные. Формула как у графита, вы знаете, да, как у углерода, С4. Такая же. Вы знаете, что они горят хорошо? Бриллианты, да. Ну, потому что они точно такие же, как уголь. Формула такая же. Если кинуть в огонь, он синим пламенем сгорит. Вся разница просто в давлении, которое создается. Но я не про это. Я про то, что, казалось бы, оно тебе вообще не надо. Но создается вот этот имидж, что, ну, в приличное общество как-то его зайти невозможно, если у тебя там камни не сверкают. Или ты ходишь, и у тебя телефон, который тебя устраивает, и все хорошо, но тебе вдалбливают, что ты как дурак. Телефону 2 года. Вы понимаете, да? Но вот эта вот похоть очей, которая потом в похоть плоти переходит, да? Я сейчас не буду дальше разворачивать эту тему. То есть они пересекаются. Но что может произойти? Ты видишь что-то, у тебя возникает похоть вот очей, потом похоть плоти. Все это может привести тебя к греху. Ты начинаешь хотеть таких вещей, которые тебе не нужно. То есть таким вот образом грех, он улавливает человека. Я вам сейчас хочу рассказать тоже еще одну историю, как пример. Последнее время я уже не вижу, но раньше, вот, помните, были такие, даже не знаю, как это назвать, машины, то есть стоит такой аппарат, стеклянный куб, и там двигается кран. Куб этот, он наполнен игрушками плюшевыми. Сейчас везде есть, да? Я давно не видел. Где вы ходите? Где-то мы в разные места ходим, или я просто, у меня дети выросли. Да, я на машине езжу. В теплых остановках. Прикольно. Ну, вот тогда тем более вы знаете. И я не знаю, как это устроено, чем это намазано. Кто-нибудь когда... Кстати, вот давайте проверим. Кто-нибудь что-нибудь вытаскивал оттуда? Крутыши. Я пытался пару раз и понял, что у меня когда дети еще маленькие были, вот они пристанут: папа, достань игрушку, папа, достань игрушку. Дома игрушек полно, и они гораздо лучше. Но вот надо вот эту. И там, я не помню, раньше было 50 рублей. Мне казалось бы, за 50 рублей классно, можно классную игрушку вытянуть. Я пару раз пробовал, у меня ничего не получалось, и я плюнул на это дело. Один раз, знаете, передо мной кто-то вытягивал игрушку, и она упала. И упала вот на этот бордюрчик.
да, выдачи. То есть оставалось только, и человек взял просто и ушел. Я тут же бросил копеечку экраном туда, ее подтолкнул, и она упала. Это был единственный раз, когда я что-то достал. Вот, но суть в чем? Маленький мальчик, 5 лет. Вот он пришел к такому автомату, который стоял в магазине, да, вот как в торговом центре. И он пытался достать игрушку. И верняком у него дома гораздо лучшие игрушки есть и мальчиковье, так скажем, потому что там в основном, всякие плюшевые зайцы и мишки лежат. Но вот хотелось очень сильно. И он потратил все свои денежки, аппарат сотрудничать никак не хотел, и игрушек ему не выдавал. Как думаете, что он сделал? Нет, он взял и вот в эту дырку, которая, вы же знаете, да, там обычно, я не знаю, как сейчас устроены. То есть вот они, игрушки здесь насыпаны, а здесь просто такой, не цилиндр такой, сделано, да, пространство, куда игрушка попадает, а с этой стороны люк, где ты ее можешь взять. Если игрушки большие, люк достаточно большой. В общем, этот парень засунул туда голову, голова пролезла, дальше пролезли плечи, и он начал туда выгибаться и пролазить. То есть к тому моменту, когда прибежали, там, не знаю, охранники или кто-то, вот люди с торгового центра, он практически уже весь был там, глаза уже вылазили в эту, одна нога только, снаружи еще оставалась. Суть в чем? На какое-то время он был заперт там. Знаете, как вот я что пытаюсь подчеркнуть, как грех он улавливает. Он лез за чем-то вожделенным, что ему хотелось, что ему нравилось, и он оказался там заперти. То есть вот обратно вылезти там, нереально. Торговый центр, как бы все вокруг ходят, позвали охранника или там кто-то с ключами, они просто открыли этот ящик и достали его оттуда. Освободили, все закончилось хорошо, но что я хочу подчеркнуть, это то, что его желание, вот то, что он хотел, вот эта вот похоть его очей и плоти, она уловила его. Он попался. На русском есть такая пословица: не все то золото, что блестит. Да? И вот она как нельзя хорошо подходит вот к сегодняшней теме, то, что я пытаюсь донести. Много вещей в этом мире, они блестят. И они кажутся, что это какая-то драгоценность, и что это ценность какая-то для твоей жизни. Тебе кажется, что тебе нужно обладать этим. Не только материальные вещи, но вообще какие-то другие. Но это же круто. Пойти там на эту тусу. Как я без этого? Там будут все мои друзья. Или какая-то вещь, которая тебе нужна. Но это только кажется часто таким. Это то, что мы говорим про то, что мир, он обманчив. Тебе кажется, что это так. Но проблема в том, что когда ты вот фокусируешься на чем-то, чем больше ты какой-то процесс изучаешь, чем больше ты на что-то смотришь, какую-то рекламу в журнале, и ты раз обратил внимание, второй, потом дай-ка я про это почитаю, тем больше и больше тебе начинается хотеть. Тем больше и больше. И это касается не только вещей каких-то про рекламу, но и про поступки, про какие-то, не знаю, про алкоголь, про наркотики и так далее. Это может быть порнография, может быть азартные игры. Все что угодно. Все заканчивается тем, мне это нужно. Вот без этого я уже жить не могу. И ты пытаешься получить что-то, и ты начинаешь делать то, что ты не должен делать. Или ты покупаешь что-то, или вообще делаешь то, что ты не можешь на самом деле оправдать. Что я хочу донести, какую мысль? Что твои и мои желания, они могут нам причинить вред точно так же, как причинили вред Еве в Эдемском саду. То же самое. И единственный способ противостоять этому – это убрать свой взор от вещей этого мира и смотреть на него. Смотреть на, искать Его волю
в нашей жизни. Потому что иначе у тебя будут вечно какие-то непонятные приоритеты, которые ложные. Но вот то местописание, которое мы читали, 1 Иоанна 2,16, где говорится, что про похоть плоти, похоть очей, есть еще и третья там составляющая, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это все не есть от Отца, но от мира сего. Итак, мы разобрались. Похоть плоти, похоть очей, но гордость житейская. Вы знаете, на самом деле вот с Евой именно вот это и был корень. Вообще вот гордость житейская. Что сатана сказал ей? Еще раз, Бытия 3 глава, 5 стих. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плодов этого дерева, которое было запрещено есть, откроются глаза ваши, дальше внимание, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И сразу следующий стих, это был 5, читаем 6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Еще раз, вожделенно, она захотела его. Почему? Потому что оно знание дает. Оно дает что-то, чего у нее не было, а было у Бога. Вот этот уровень, он меня как бы не устраивает. Мне нужна гордость житейская, вы понимаете, да? На самом деле, хочу быть как Бог. Гордость житейская – это когда я хочу все контролировать. Хочу, чтобы было по-моему. Я-то лучше знаю. Мы хотим быть всегда правы. На работе, в семьях. В семьях это вообще часто мы, когда небольшое отступление, были на семинаре, вот Олег Попов, Юлия Попова по семейным отношениям. Ну, наверное, это не его фраза, но я у него в первый раз слышал. Была мужская часть, и вот собрались одни мужчины, и Олег что-то говорит, и задают вопросы, и вот мужчины задают вопросы, а вот что делать, вот я там с женой, и вот она не права. Вот она не права, и она, вот мы ссоримся из-за этого, я ей пытаюсь доказать и показываю, что она не права. И вот ему там что-то говорит, не, ну ты так поступи, нет, ну вот она же не права, а мне надо доказать. Знаете, потом была такая фраза, ты хочешь быть счастливым или правым? Знаете, умный в споре тот, кто первый отступает. Я уже давно смирился, мне не надо быть правым. Знаете, когда я хочу, чтобы все было хорошо в семье, кто-то должен уступить. И для меня уже не важно. Ну, это просто мое отношение. Более того, я скажу, что если вот человек, он так настаивает и пытается там доказать, я могу сказать, что еще не готов к браку, скорее всего. Ну, уже никуда не денешься, рано вступили, но не готов. Если ты не можешь наступить на горло своей гордости и как бы, что для тебя важнее? Доказать какую-то правоту кому-то или быть счастливым? Итак, все хотят, чтобы было по их. Продавить свою волю. Мы можем видеть это во всем мире, который нас окружает. В политике, это в церквях происходит, это в семьях происходит. Люди, они дерутся друг с другом, в переносном смысле, да, сражаются друг с другом. Иногда это доводит и до, в прямом смысле этой фразы. И все это происходит, потому что они хотят быть Богом в своей жизни. Я хочу сам определять все. И еще раз, единственная вещь, единственный способ, как победить это поместить свой взор на Христа. Хочешь быть правым или счастливым? И местописание, которое, знаете, наверное, все суммирует, подводит такой итог под всем, что я говорил, ну или так фокусируется на этом.
Это Колоссянам 3 глава с 1 по 4 стих. Давайте мы прочитаем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. В самом начале проповеди я сказал, что есть пара причин, почему Бог, Он пытается донести до нас эту мысль, что не любите этого мира, не любите то, что есть в мире. И первое, то, что я сказал, причина, это потому что мир, он обманчив. Ты можешь принять то, что вроде бы казалось бы хорошо, и ты думаешь, что, ну что я... Просится новый микрофон, видимо. Мир, он обманчив. И если ты что-то принимаешь, то, что предлагает этот мир, на самом деле ты можешь пройти мимо того, что есть у Бога для тебя. Согласиться на какую-то жалкую подделку, так можно сказать. Если принять, что у Бога все истинное и настоящее, и ты будешь думать, опять же, если про камни заговорить, купил себе фианитов, ходишь и гордишься. А у Бога бриллианты были приготовлены. Да? Это наша такая местная тема. Кто у нас первый раз приехал? Когда все люди приезжают, все думают, что мы все в бриллиантах ходим. Не, ну вы же там. Ну да. У каждого своя бензоколонка, и у каждого своя шахта. Вторая причина, почему я верю, что Бог, Он подчеркивает, что нам не нужно любить этот мир, потому что, на самом деле, вот если посмотреть на себя, знаете, как-то человеку свойственно, а мне нравится этот мир. И в каком-то смысле я люблю. Церковь классная, люди у нас замечательные, общение есть, дома есть, квартиры. У всех по-разному, но крыша над головой есть. У кого-то очень даже неплохие. Машины есть. Дети. Со здоровьем. Вроде бы все нормально вот у меня. Таких глобальных каких-то вещей нету. Пока. Господь даст, убережет. То есть я что хочу сказать? А что бы мне не любить этот мир? Да нормально все. И на самом деле это не такая уж непопулярная вещь. Людям свойственно. Классно же все. Бог сотворил же этот мир. И вы знаете, как один из проповедников как-то сказал, тоже мысль такая, у нас много очень песен вообще у христиан. Вот если на всю историю христианства посмотреть, куча гимнов, таких, которые про небеса поют, про то, когда Господь придет опять, мы там все вместе с Ним будем, в общем, там на небе, и всякое такое. Но когда наступает час, и ты на смертном одре, есть такая тенденция, что очень многие, они как бы совсем не хотят уходить, и они не горят желанием. Тоска по небесному дому, она резко пропадает. И люди цепляются, хотя бы еще минуту, хотя бы еще час, хотя бы еще день, хотя бы еще месяц, чтобы продлить эту жизнь здесь на земле. И на самом деле и в Писании есть такое места и пример. Вы знаете, в Ветхом Завете, вот в книге Царств описываются различные события. И один из самых набожных, из самых таких богобоязненных людей был царь Иезекия. И давайте мы прочитаем, что с ним произошло. Это 4 Царств, 20 глава, с 1 по 3 стих. Еще раз, набожный человек.
угодный Богу. В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим, верно, и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Иезекия сильно. Почему он заплакал? Ему совсем не хотелось уходить в тот момент. Для тех, кто не в курсе, там все хорошо закончилось. Господь смилостивился, но мы сейчас не про это. Но почему он заплакал? Он не хотел умирать. И он был Божий человек. Ходил Божьими путями. Вы знаете, многие люди, большинство, не хотят умирать. Мы хотим быть в этом мире, не хотим его оставлять за спиной. И на самом деле это все, что мы знаем. Мы другого-то ничего не видели. Кто-то сейчас начнет там про духовные глаза и духовный взор. Да, все хорошо. Я понимаю это, но реальными, физическими глазами мы другого не знаем ничего. Мы только в этом мире и жили. И так легко, вот если так смотреть на все на это, знаете, вот влюбиться в этот мир, вот так цепляться и жаждать так остаться. Но Бог говорит: не делай так. Это ловушка. Не здесь наш дом родной. Как бы ни был хорош этот мир, это всего лишь жалкое начало. Первое Иоанна, 2 глава, 17 стих. Давайте прочитаем, что написано. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Я то же самое место в новом русском переводе прочитаю. «Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно». Мир закончится, все пройдет. Но мы будем жить вечно. Тот, кто исполняет Божью волю. Тот, кто принял Христа. И когда если ты понимаешь это, возникает вопрос: ну и за что держаться-то тогда? Да? Почему бы ты хотел остаться здесь на земле? Если вспомнить ту историю, которую я вначале говорил. Этот мир — это всего лишь то место в парке, где мы фотографируемся. Сейчас мы пофотаемся, а потом пройдем дальше, и там будет самый настоящий парк, то, ради чего мы вообще существуем. Понимаете? Что? Ну, да. А как это противоречит тому, что я сказал? Не-не-не, я никого не призываю, вы не торопитесь. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Торопиться не надо. Но и бояться не надо. Вот, суть-то именно в этом. Не нужно бояться и не нужно цепляться. Но всему свое время, торопиться не надо. Но это всего лишь то место, где мы фотографируемся, а потом наш Отец, Он приготовил гораздо что-то лучшее, где настоящие аттракционы. Я бы хотел закончить, знаете, есть у Чехова есть такое произведение «Три сестры». И один из главных героев, там я вот хочу цитату прочитать вам, он говорил: «Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, придет время, будет забыто или будет казаться неважным». Все, что тебе кажется в этой жизни, что ты оно важно, и тебе надо там это делать. Знаете, часто люди, когда они уже стоят у порога,
взгляд, он меняется. И то, что казалось важным, ты уже думаешь, что зачем я это упирался, чего-то достигал, там чего-то делал. Пересматривают вообще все в пользу отношений каких-то, да. Люди часто говорят, что бы я делал, то если бы мог бы изменить, да. Больше бы уделял время близким, больше бы общению, больше бы путешествовал, больше бы там еще что-то. Ну так а что же важное вообще? Что же важное в этой жизни? Я просто хочу, я уже закончил в принципе, но что важно в этой жизни? Жизнь на земле — это еще не все. Просто торопиться не надо, но чтобы это была мысль, знаете. Слав, можно попросить что-нибудь уже на клавише? И вообще музыкантам можно выйти. Давайте мы еще раз Египет возьмем. Можно? Хорошо. Да, сейчас мы из Египта выйдем. Но вот это наша жизнь на земле, вы знаете, это всего лишь репетиция перед вечностью. Основная жизнь, она будет там. В вечности, я просто хочу, чтобы вы осознали всю важность этого. В вечности мы проведем гораздо больше времени, чем здесь нам отведено на земле. Можно сказать, что жизнь – это подготовка к вечности. Да. И более того, мы созданы для того, чтобы жить в вечности. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог, Он вечен. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Давайте мы еще Господа прославим. Не забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас глубины Он ведет. Аллилуйя,
Напои меня живою водой утоли. Жажду мою я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Ты источник жизни моей, у тебя живая вода, океан Божьей любви с избытком наполни меня, океан Божьей любви с избытком наполни меня. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Аллилуйя, аллилуйя, ай хвала рана. 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 Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Аллилуйя! Святому Богу воздай всю славу, хвалу. Аллилуйя тебе, наш Бог! Слава Богу! На этом наше собрание закончено. Господь пусть благословит вас на эту предстоящую неделю. Добро пожаловать в следующее воскресенье. Также в группе отслеживайте